Испытано на себе. Вы просто подумайте, глядя на эти кадры, запечатленные фотографом Павлом Глушковым, у вас появилось желание оказаться в этих прекрасных местах. Ну что, то же самое произошло и со мной, когда Андрей показал мне эти фотографии. Невероятной красоты каньон, в котором до этого никто, кроме Андрея и его команды, не поднимался на водометах. Чистейшая вода, переливающаяся изумрудными оттенками. Полное ощущение природной силы и энергии, которая пробила сквозь вековые скалы свой путь. Так и появилось желание преодолеть этот путь с друзьями и оказаться в этих незабываемых местах нашей необъятной Якутии. Если вы не смотрели предыдущие выпуски, то вкратце опишу нашу дорогу. На 2 машинах с 2 прицепами мы добрались до села Теплый Ключ. Там спустили 3 лодки на реку и выдвинулись в настоящее путешествие. На 2-й день нашего водного пути мы добрались до входа в каньон, поставили лагерь и сделали тестовый заезд. Итак, утро 3-го дня. Каску поправляй, как тебе удобно. Ну так и есть. Вот смотри. Вот сейчас. Ага. Вот у тебя вот твое ухо, да? Угу. Если мы ее вот сюда максимально сделаем, вот так будет. Женя, Вот я бы ее сюда приклеил, вот так. Ну там еще вход есть, да? Да, у тебя же свободный ход еще есть. Мы можем ее сразу наклеить и все. Ну давай сразу. Вот так, да? Вот. Или вот так все-таки? Вот под этот возьми. Ты сам пореши там, Во-во. чтобы ребра Смотри, вот так. под Ребра этот не возьми. изгибались. Сегодня я часть пути пройду тоже за румпелем, буду управлять лодкой. Но так как достаточно серьезные там пороги, которые я в своей жизни проходил очень редко,
Поэтому мы с Евгением решили, что он будет находиться в лодке, а из-за шума воды не слышно, ну, чтобы не кричать, решили поставить эти переговорки. Он будет сидеть в носу и подсказывать мне, как действовать. Вот. Прикрылось? Сейчас вторую оденем. Давай попробуем включить. Подожми меня сильнее. Ну, смотри. Вот мы тоже Так, все. как-то так закрепили, потому что Попроще сделали, да. Как бы так нажимаем. она здесь у нас изгиб и не совсем удобно, да? Получается. Вот так вот. Раз, два. Раз, два. Ага, о, хорошо слышно. Да. Раз, два, три. Раз, два, три. Нормально. Нет, надо убавить. Убавь мне. Минус вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Еще семь, чуть-чуть. 8. Раз, два, три. О, отлично. Так, Руслан, короче, бери правее, левее там. Нормально. Друзья, сегодня мы попытаемся пройти вдоль каньона, насколько это будет возможно. Одновременно будут тестироваться лодки, соответственно, особенно GT 480. Ну и в целом я тоже постараюсь испытать себя на этих порогах. Вчера был тестовый заезд. Ну, надо сказать, что достаточно сложно все, да, то есть для меня, как у меня не так много опыта, но сегодня мы постараемся также заснять много интересных кадров, в том числе на вот эту камеру, на 360. Первый раз как бы ею пользуюсь, посмотрим, что получится. Погода нас радовала. Действительно, несмотря на начало осени, не было ни дождя, ни снега, ни ветра. Правда, немного не хватало солнца, но и в этом тоже было нечто хорошее. Еще за день до этого я был уверен в том, что не поеду вверх по реке, сидя за румпелем. Но, как говорится, умнеют не от комментов, а от жизненного опыта. В итоге я управляю лодкой, а Евгений, как опытный водометчик, меня инструктирует и подсказывает. Во время просмотра материала я подумал, что будет интересно каждому посмотреть все в режиме нон-стоп. Опытным водометчикам на виды реки, а новичкам немного набраться знаний. Но больше всего меня вдохновляло то, что это необычная река, где вереницами ездят рыбаки. Кстати, эти места не для рыбалки, а вдохновлял дух первопроходства. То есть до нас наверх поднимался по реке только Андрей со своей командой. Сейчас. Ближе к скале, ближе к скале. Ближе к скале еще. Потом уходи. Ближе к скале и уходи. Вот, молодец. Четко идешь. Так, Нормально, нормально, иди прямо. Просто прямо иди и все. газ нормальный, да? Да, да, нормально, потихонечку. Так, здесь все.
Вот так иди скорее, иди вот так, прямо. Потом налево так раз пошел. Вот туда ближе к скале. Все, потом выкручивай. Молодец. Хорошо. Сейчас ближе туда. Видишь, у тебя камни, вот это камни обливники. Вот то, что вот такие вот камни, это обливает. Вот такие пены ебучие, видишь их? Так, а ну туда. Езжай, прямо. Здесь справа, да? Так, Идем прямо, все четко. Езжай, ты четко вообще, ровненько везде. ну чё? Лево. Так, тут Иди четко. Молодец. правее, да? Да, правее чуть-чуть. Потом левее. Вот, потом направо уходишь. Нормально, ничего страшного. Ну, куда? Закрепил, да, его? Че, он не поднялся? Вроде нет. Ну, все хорошо, едем. Да. Налево. Вот, видишь его обливник, еще налево. Вот он, обливник у тебя. И вот, смотри, вот обливники видно, вот даже прямо, вот ты его видишь. Видишь? Да, я хотел вам Я тебе не мешаю, то, что я так сижу высоко. Нет, нормально. Так, тут прямо, да? Да. Давай там поменяемся. Ну, нормально пока. Давай, езжай. Хорошо же идешь, что ты? Нормально, классно идешь, мне нравится. Иди. Левее, Вот, чуть-чуть левее сделай. Вот, потом правее. Вот, молодец. Так, куда?
рация. Включи ее. Еще убегает, смотри. Так, тут как? Направо, направо, направо. Вот, правее, 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 правее. Так. Вот. Смотри. Давай, давай. Вот сюда левее, иди. Прямо, прямо. Вот, прямо иди, 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 иди. Нормально идешь, красиво. Иди, иди, иди. Вот напрямик. Вот тут поинтереснее ступеньки будут. Так. Давай, давай, езжай прямо. Его видно, даже проход прямо идем. Идем, идем, идем. Не газовать, да? Не, не, нормально, иди, иди, спокойно. Так, Вот, ну, ты- да, да, да. Да, да. О, так, тут дальний, да? Езжай, 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 езжай. Дальний идем. Под скалу езжай. Вот. И под скалой поднимешься, вот туда вот, налево. Видишь, тут ничего сложного нет. Нормально, налево. Идем, 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 не бойся. Правее, к берегу ближе, да? Да, вот так, правее. Вот видишь, ты сейчас на средний совет, вот чуть-чуть. Туда. Нормально, нормально. Здесь тут надо остановиться, да? Не-не-не. Выше подвинемся. Давай, поднимайся, поднимайся, поднимайся. Налево. Давай, давай, поднимайся. Ударился. Давай, вот сейчас дальше, дальше поднимись. И вот туда, справа, вставай. Сюда, вправо, да, вправо. Оба. Да, друзья, ну... Что, Женя, как у меня получилось? Нормально. Нормально. Да, классно. Ну вот с этой прослушкой очень здорово. То есть, мне кажется, вообще вот эта тема, переговорка, она, конечно, со сноуборда, но вот кто в внедорожных соревнованиях участвует, они пользуются постоянно ею. Дуплексная связь. Женя меня слышит, я его слышу. Не надо никакие кнопки нажимать. И в целом радиус достаточно хороший. Вот, мы остановились вот в таком месте, красивом, живописном. Такой вот водопад, мы сейчас здесь передохнем, ну и, соответственно, я уже поменяюсь с Женей, Женя уже поедет как мастер дальше. Я думаю, для моего испытания до первого раза достаточно хорошо. Вот и парни едут.
Баран слева. Баран слева. Бежит по горе, по горе. Вот бежит. Бежит по горе слева. Вот от меня на 10 часов. Ломится, ломится. Да, тебе не видно, вон он убежал. Убежал, вон туда, дальше убежал. По горе. По горе бежит. Вон он, А, вижу, вижу, Вон он. теперь вижу. вон он, вон он. Вон он стоит, видишь его? Вот он вышел. Вон там, вон. Вон он. Убегает. Мы дойдем до того поворота, за тем поворотом налево начинается уже категория там 5+, наверное. И береговой линии там уже не будет. Мы найдем камень большой, за ним спрячемся, временно там остановимся и посмотрим обстановку и как дальше нам будет проходить этот порог. Двигаясь по каньону, я иногда не верил, что нахожусь дома, в Якутии. Мне казалось, что мы телепортировались на какую-то другую, если не планету, то континент. Подобный каньон по впечатлениям не слабее Булуса, Ленских и Лисинских столбов, Верхоянских киеляхов, и мысль о том, что подобных мест в Якутии превеликое множество, тоже будоражила мои мысли. В подобных местах ты по-настоящему ощущаешь свое определение в качестве гостя. Нужно с уважением относиться к природе, ко всему, что тебя окружает. Обратите внимание на эту скалу. Это же профиль лица. Андрей уже дал ему название «Стражник». Мы же, засмотревшись на него, не заметили камень посередине и подзастряли на нем.
Я в эти секунды подумал, что стражник нас не пускает, но, как потом оказалось, Евгений тоже засмотрелся на него и не заметил препятствия. Но. Большое. Вот это выступ на скале, который вы видите. Это тот самый стражник, который охраняет этот каньон. Вот. Сейчас мы должны проехать вот эту полочку. Это порог с бочкой. Сейчас уровень воды средний, и образовалась бочка. Вот. Мы сейчас с разгона залетим на эту полку, немного проедем, метров 10, и встанем в тиховоде. Дальше мы пешком прогуляемся и посмотрим дальнейшую обстановку, как нам действовать, как дальше штурмовать. А так в целом как проходная? В целом проходная, но с места нельзя ее брать, только с разгона. Потому что вода пенная, а водомет в пенной воде не работает. Поэтому нужно просто проскочить это место с разгона. Вот в этом прогале, да? Да. То есть сейчас тогда, получается, это средняя вода. Это средняя То, вода. чего мы боялись. Да. А при маленьком уровне воды ее нету, этой бочки, этого порога вообще нету. Там небольшая кочечка, и она спокойно проходится. Если будет очень большой уровень воды, то эта бочка исчезает, то есть вода выравнивается. Жестко. Реакция есть? Сейчас аккуратнее. Аккуратно.
Давай туда. Вот сюда, Жека. Толкайся. Преодолев небольшой порог, мы подошли к его старшему брату. Тут пенный след был в несколько раз больше, и нужно было этот порог хорошенько обследовать. Сомнение вызывал камень, который лежал прямо посередине порога, создавая серьезное препятствие. А так как нет береговой линии, значит еще и отсутствует возможность снизить риски. Если лодка туда заходит, если она застревает, оттуда нужно от камня отталкиваться, чтобы обратно выкинула нормально. Так как очень большой уровень воды, очень большое давление, ну то есть мощь, и очень много образовывается пузырьков, то есть пены. Водомет не работает в пенной воде. Если было бы мало воды, там бы все камни торчали бы, да, лодка все равно бы проехала, переползла бы через камни. А когда много пены, нету упора, и, ну, соответственно, лодка не едет. Хотя, казалось бы, воды больше и камни под водой. Ну, такая вот ситуация, что сейчас нужна маленькая вода, а в данный момент ее очень много. Я поднимался выше в первый раз, выше этого места на километр. Там очень тесно, но нету вот этой пенной воды. И там есть одно место, оно похожее на это, но оно с поворотом 90 градусов, где я повис на лодке. Мы попытаемся эти кадры вставить потом в видео. Каньон сужается, ширина местами по 2 метра между скалами. Поднимались через порог, довольно-таки большой перепад высоты, 2 метра, наверное. И заскочил на камни, застрял. Сейчас будем ее, наверное, уже обратно спускать. Вверх не поедем, потому что неизвестно, что там творится дальше. Вот такие вот места здесь. Вот. Если я бы разгрузился, я бы там прошел. Ну, там была ступенька, но не было мощи воды, как сейчас. А сейчас мощь воды, можно сказать, непреодолимая. Если было бы еще больше воды, весенний уровень, то эти камни были бы под водой, можно было бы спокойно пройти. Хоть и течение было бы больше. То есть нужна здесь либо очень маленькая вода, либо очень высокая вода. А сейчас средняя вода, это самый коварный момент будет.
Изначально я планировал сделать около 3 выпусков по этой поездке, но так уж получилось, что все, что происходило, имело свой смысл и свою красоту. Поэтому я принял решение показать все происходящее с минимальными потерями. С другой стороны, рамки передачи требуют перенести повествование на следующий выпуск, который выйдет уже на следующей неделе. И вы узнаете, какое решение мы приняли, а главное, познакомитесь с уникальными ландшафтами нашей Якутии. Испытано на себе.